Minut kodjamne täänjolet царствовалищ небекс, шуам Евангелие Марк. Четвертое царство можно сравнить от Евангелия от Марка. Вы знаете, что Евангелие от Марка, там мало учений по сравнению с Иоанном, но там много говорится о делах Христа. Что Христос сделал? Как Он исцелял людей, как Он изгонял бесов, как Он воскрешал. Евангелие от Марка, вот оно такое. И Четвертое царство, такая же книга. Там не о делах царей, а о делах Елисея пророка. И там есть чудесное, которое случилось. Мы читаем это, и как это может быть, и почему это именно написано в Библии. Вот посмотрите. 6 глава, с 1 по 7 стих. «И сказали сыны пророков Елисею: вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства». Он сказал: пойдите. И сказал один: сделай милость, пойди и ты с рабами твоими. И сказал он: пойду. И пошел с ними, и пришли к Иордану, и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он и сказал: «А, господин мой!» А он взят был на подержание. И сказал человек Божий: где он упал? Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева и бросил туда. И всплыл топор. И сказал он: возьми себе. Он протянул руку свою и взял его. Чудеса. Здесь нам говорится о сынах пророков. Кто это сыны пророков? Или кто они? В новых переводах о них написано то, что они учатся только на пророков. В Израиле, мы знаем, был очень известный пророк. Когда еще не было царей, Бог избрал Самуила. И помните, как Самуил стал пророком? История такая, то, что его мама Анна, у нее не было детей, и она молилась. Она приходила в скинию, приносила жертву Богу. При архиерее Илии и молилась о том, чтобы Бог дал ей сына. И Анне было тяжело. Господь, дай мне сына, и я дам его тебе, чтобы он служил тебе, Господь. Илия сказал то, что иди домой, и у тебя будет ребенок. И вот Анна родила ребенка, дала ему имя Самуил. И когда Анна принесла ему в храм, в скинию, и оставила Илии, чтобы он служил ему. И таких было много случаев, что детей приносили. Они давали какой-то обед родители, и у Анны это был тоже такой обед. Итак, Анна дает
отдает сына в храм служить, и Самуил с детства учился в храме. И с детства слышал голос Божий. И когда он вырос и стал руководителем, стал первосвященником в Израиле, и он знал об этом, что детей нужно учить с детства. И после этого в Израиле появились школы пророков, либо по-нашему воскресные школы. Тогда они назывались школы, в которых обучали пророкам. Это было... Не все стали такими известными пророками. Мы мало кого знаем. Но кто-то есть. И когда мы читаем о Самуиле, мы видим, что всегда были пророков, либо же те, которые учились пророкам. Они видели это, когда Илья был вознесен на небо, и благословение перешло на Елисея. Они видели это. И у Елисея также были ученики, которые учились на пророков. В Библии написано «сыны пророков». И они жили в одном месте. И, наверное, было очень много уже учеников таких, которых родители послали к Елисею, чтобы обучаться, что они заметили, что они уже не влезают, где они жили, у пророка. Дома они не влезали уже. И вот один из них предлагает: вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Мы знаем, что жилища тогда делали небольшие, но мы видим, что Елисей в своем доме сделал такую библейскую школу, в котором обучали пророкам. И пришло время, когда они заметили, что им тесно там. Что будем делать? И посмотрите, не сам Елисей, а один из учеников предлагает: пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства. То есть видно то, что это не было предложение Елисея. Это было у молодых учеников предложение. И они уже все придумали, куда они пойдут, из чего они сделают этот дом, где они будут жить. Они все уже придумали наперед. И говорят это Елисею: вот так мы придумали. Ты с нами пойдешь? Даже об этом еще пока не говорят. Мы пойдем туда. И посмотрите, Елисей такой величайший пророк, такой большой авторитет, говорит им: идите. Они не спросили: Елисей, будет ли тебе хорошо уйти из твоего дома и пойти, где мы будем жить? Елисей такой смиренный человек и говорит в этом случае: идите. И потом одному из учеников приходит в голову: так нельзя. Пойдет ли Елисей с нами? И тогда один из них сказал: сделай милость, пойди и ты с рабами твоими. И сказал Елисей: пойду. Это один из величайших пророков. К которому пришли ученики. И приходит время, когда они думают, что пришло их время. Говорит, что нужно делать уже Елисею. Ну, бывает такое, да? Это бывает в семьях. Когда дети
ждут, когда родители говорят, что им делать, и приходит время, когда дети начинают предлагать что-то своим родителям. Иногда они ждут, когда родители скажут «да, хорошо». Кто-то говорят, а некоторые даже и не ждут этого. Некоторые не спрашивают уже, что они будут делать. И так жизнь течет. И мы видим, что Елисей уже не молодой человек, он же пожилой. И ученики замечают то, что они уже много знают, они многому научились, они уже сами могут что-то предлагать. Елисею это сказали. Елисей сказал: «Хорошо, делайте, что хотите». Потом одному пришло в голову, это не очень хорошо, то, что мы там жили у Елисея, а потом мы пойдем и скажем ему: «Оставайся, или ты пойдешь с нами». И Елисей говорит: «Пойду». Великий человек Елисей. И дальше мы замечаем, что происходит дальше. «И пошел с ними, и пришли к Иордану, и стали рубить деревья. Когда один валил бревно, топор его упал в воду». В то время, чтобы у кого-то было что-то железное, это было очень редко. Это потому что это было очень богатое что-то, чтобы был у кого-то топор. Мы знаем, что во времена Саула, это немного времени прошло, даже во времена Саула в армии Саула было 2 меча у Саула и у Нафана по всей армии. И все потом бегали палками. Палки, либо же камни, и больше ничего. Помните, когда Давид победил Голиафа? Чем он победил его, смог победить? Камнем. А чем он отрубил голову Голиафа? Мечом Голиафа, потому что ни у кого не было. Чтобы отрубить голову Голиафа, нужно было взять меч у Голиафа. Филистимляне побеждали, так как у них уже было железное оружие, а у израильтян еще не было. И вот в это время не было еще железных топоров. И это было великим богатством. Они делались из сланцев. Каменные топоры делали. И вот один из учеников взял у кого-то на время железный топор. Он думал, что он может больше всех отрубить деревья. И что получается? Что он либо же устал, либо же не умел это делать, либо же то, что он был еще молод, он как бы роняет топор. Он роняет топор в Иордан и начинает кричать: «Ах, господин мой!» К кому он обращается? К Елисею. Сразу, когда только топор упал: «О мой господин!» обращаясь к Елисею. Почему он так? Если мы сейчас уроним топор, это ничего, а в то время это была трагедия. Он говорит: «О мой господин!» Потому что он взял это на время, как бы одолжил у кого-то. Ну, до этого времени все понятно, нет никаких чудес. И дальше мы видим, что делает Елисей. Если в наше время упал топор в воду, что мы делаем? В наше время есть и магнит, либо мы можем туда сами войти и вытащить из воды. Если вытащим, то вытащим, если нет, то и нет. У нас есть выход из этой ситуации.
Елисей мог бы сказать ученикам, либо же тому, кто уронил, либо же кому-то другому, иди, прыгай в воду, достань. Ну, это вроде бы именно то, что нужно делать в такой ситуации. Но Елисей делает по-другому. Елисей, Божий человек, сказал, куда он упал. Он указал ему место. Отрубил Елисей кусок дерева и бросил туда. Он бросил туда, куда утонул топор, и всплыл топор. То есть магнитом был этот кусок дерева. Это чудеса, правда? Вот попробуйте, придите домой. Топор утопите в воду, потом попробуйте кусок дерева, и поднимется ли топор? Попробуйте. Вот если человек будет вот так скептически будет читать, это же сказка. Тут вообще никаких законов не работает. Никакой закон. Как может кусок дерева поднять железо из воды? Какой есть на это закон? Есть или нет? Нет. Это невозможно. Это невозможно. Мы не можем это как-то вместить в себя в голову, как это работает. И кому-то это местописание — это соблазн. Кто-то читает, и он прочтет, закроет Библию и скажет, давайте не рассказывайте тут всякую чушь. И мы спрашиваем, почему это нужно было писать? Если бы этого не было, Библия бы ничего не потеряла. А потом я подумал, что нет, такое не может быть. Если Бог хотел, чтобы эта ситуация была, и чтобы она была написана здесь, в Библии, значит, есть какая-то задача, цель. И Иисус Христос сказал, познавайте Писание, потому что они рассказывают обо мне. И это место мы не можем читать без этого, как здесь пишется что-то о Христе. Каким образом тут говорится о Христе? Железо утонуло, и дерево поднимает железо. Апостол Петр это сказал такими словами. Это в 1 Петра, 2 глава, 24 стих. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Вот это то, что сделал Елисей. Это древнейший пророческий образ, как Господь спасает человека. Каким образом? В прошлое воскресенье мы говорили то, что Бог говорит с нами разными вещами. Он говорит с нами словом, образами, картинами и какими-то делами. И здесь мы это видим. Это также Божье Слово нам, для нас, через это происшествие, как Господь будет спасать. Топор из чего состоит? Как есть топорище, которое из дерева, и вот этот железный, и сам топор, который из железа. Дерево само растет без человека, но железо может существовать
просто железом. Чтобы железо получилось, нужно что-то найти, нужно растопить, нужно это сделать из железа. Что ты хочешь сделать? Там очень много человеческой работы. В дереве мы дерево отрубим, и все. Его не надо ни сжигать, ни растить. Дерево просто есть. И это такой же образ. Это дерево как человек, который Господь создал. А потом получается так, что на человека кто-то повесил железо, чтобы утопить как бы человека. Кто это сделал? У дьявола получилось на дерево повесить железо, которое тянет человека ко дну. И дьяволу получилось это сделать в одно время. И когда это получилось, как бы мы все стали как вот эти потопшие топора. И как у этого топора нет шансов самому подняться из воды, нет уже, чтобы он сам, топор, мог подняться из воды. Также и нам говорит это о том, что ни один человек сам по себе, сам человек не сможет спастись от своих грехов и избавиться от них. Это невозможно. Потому этот ученик сказал: «О, Господин, он утонул. Что делать? Ничего не получается. Сам он не поднимется». Это такая ясная картина, что творится с человеком. Но Бог положил Елисею это. Это явно было с неба, что Елисей отрубает дерево. Елисей отрубает дерево, бросает в воду, и топор поднимается. И после 1000 лет Петр пишет об этом. Иисус вознес наши грехи. То же самое, как топор поднялся, так же и Христос вознес наши грехи на дерево. Как Елисей деревом, так же грехи наши на дерево, чтобы мы жили, чтобы были тем, для чего мы предназначены. Топор был предназначен для того, чтобы он лежал на дне реки или моря. Бог не сделал нас для того, чтобы мы мучились под тяжестью грехов, а для того, чтобы мы служили и прославляли Бога, чтобы мы служили Богу, а не дьяволу. И он делает это непонятно как для учеников. Но когда пришел Иисус, то, что он сделал, и апостол говорит, что Иисус — это дерево. Кому-то это смех, кому-то это дурость какая-то. И также мы читаем то, что Моисей сделал. Кто-то посмеется, кто-то скажет, что это такое, что за сказка. Когда ты не понимаешь, о чем это, то появляются вопросы, какие-то сомнения и неверие. Но когда ты знаешь, на что это указывает, как это произошло,
И кто вот это железо, которое, или наши грехи, кто вознес на дерево? И тогда мы поймем, что это такое. Каким чудесным образом Господь хотел уже через это сказать, что же будет. Когда в это время люди писали, они хотели писать то, что они хотели сказать, какой же величайший пророк Елисей, какая в нем сила, что он может это сделать. Никому не приходило в голову, что придет Спаситель, который наши грехи вознесет на дерево. Грехи и также все болезни. И апостол Павел говорит, то, что не знающим Бога — это какой-то смех, а идеям — это какая-то дурость. Так не может быть, потому что нет никакого закона. Как это может быть? Но Бог 1000 лет назад через пророков Он хотел сказать, через видение пророков, через дела пророков, все говорит о том, что человек, если ты утонул в свои грехи очень глубоко, но на высоте есть крест Иисуса Христа, который поднимет, вознесет тебя и оживит тебя. И все это Писание говорит, читайте это по-другому. Это говорит он фарисеям. Они знали это Писание, но когда Христос сказал, исследуйте Писание, они говорят обо мне. Поэтому этим он хотел сказать, то, что с этого момента, когда вы будете читать Ветхий Завет, не читайте это как историческое Писание, как будто бы это только об истории, о царях, о пророках. Исследуйте там все, что говорится об Иисусе. Это Христос говорил в то время. И сейчас Он также говорит нам, чтобы мы, когда читаем Ветхий Завет, многие говорят, ничего не понимаю, о чем это, для кого это. Какой топор там поднимается из воды, потому что туда кинули кусок дерева. И поэтому мы не можем это понять, если бы мы не знаем, что написано в Новом Завете о Христе. И вот свет Нового Завета как бы осветляет, и более понятно становится, что написано в Ветхом Завете. И тогда мы, когда читаем Ветхий Завет, мы ничего не понимаем. Для чего это? Это для кого-то ради искушения? Для чего это все? Остановимся и спросим Господа, я здесь не понимаю, но Ты сказал, что все Писание говорится обо мне. Дай мне увидеть, что именно в этом Писании, что здесь написано о Тебе. И тогда и Ветхий Завет как бы оживляется. И ты понимаешь, почему Господу нужно было так долго, тысячелетиями ждать, посылать людей. Они делали какие-то вещи. Те люди не понимали это, и мы сейчас это не понимаем. О чем там говорится? Если мы слышим, что Христос сказал, читайте и поймите, что там написано обо мне. И тогда мы это смотрим уже с другой стороны, и тогда мы уже начинаем что-то понимать.
Мы начинаем читать, и когда нас спрашивают, что же ты там прочитал, и мы говорим там, и мы можем сказать, что я прочел здесь о Христе. Христос сам как бы сказал такие слова. Так написано обо мне. И так исполнились слова пророка. Все, что обо мне, приближается к концу. Все, что написано здесь, исполнилось во Христе. И сегодня у меня как бы такое к вам, чтобы вы читали как бы с новым взглядом, но Ветхий Завет. Вы как читали, либо как это историческое событие какое-то. Посмотрите на это с другой стороны. Что это говорит о делах Христа, о жизни Христа? Как это открывает мне Христа? Как? Даже войны, которые там происходили, жертвы. И все это говорит о Христе. Как это мне открывает Христа? Вот это является задачей, целью. И вот чтение Ветхого Завета станет как бы более интересным. Когда мы будем видеть в этом Писании, в Ветхом Завете Христа, то, что в Новом Завете исполнилось то, что сказано было в Ветхом Завете. Это чудесное событие, которое произошло в дни Елисея. Если человек не считает Иисуса Спасителем, Божьим Сыном, и не видит крест спасающим крестом, то это Писание даст ему только сомнение и неверие. Но если он видит, на что это указывает, тогда он скажет то, что уже тогда разными способами говоришь человеку о своем спасении и так, и по-другому, и не устаешь это делать. Аминь. Пусть Господь благословит нас, дорогие, чтобы мы читали это. Что это нам дает? Мы это знаем, что Господь уже это сделал. Как Филипп пришел к Евнуху, и он читал Исаию, и он спросил, что ты читаешь? Понимаешь ли ты, что читаешь? Он сказал, нет. И потом Филипп на основании Ветхого Завета объясняет ему о Христе, говорит ему о Христе. Это наша цель, то, что когда кто-то будет читать Ветхий Завет и не будет понимать, и ты скажешь, да, непонятно, давай будем читать Новый Завет. Но нет. Но ты скажи, давай посмотрим, что здесь непонятно. Может, Господь откроет нам. Если мы понимаем, что там написано о Христе, то можем мы другому рассказать об этом. Но не скажешь, давай отложим это. Это нельзя откладывать. Это все о Христе. Мы знаем, что как Христос спасает, как Христос сказал, ученики очень удивлялись этому. Иисус говорит, что невозможно человеку, а человек не может сам избавиться от своих грехов. Для Господа все возможно. Бог может это сделать. Мы видим, что Господь всегда хочет поднять нас из этого греха. Он всегда за нас. Вот этот образ Елисея, вся его жизнь указывает на Христа, что бы он ни делал. Елисей воскрешал людей после смерти Елисея.
человек воскрес, когда он упал в гроб Елисея. Все это говорит о Христе. Также, когда мы читаем о делах Елисея, мы видим дела Христа, но не только Елисея, также и других пророков, что они делали, что они говорили. Все это говорит нам о Христе, даже и царей. Например, Давид. Христос сказал: «Я сын Давидов». Он говорил об этом, что и Давид его прообраз, и во всех псалмах. Если мы умеем читать, что это все говорит о Христе, мы будем это замечать, будем это видеть. И наша жизнь, наш разум будет только обогащаться. В этом есть возрастание. Апостол Павел сказал: «Смотрю на ваш возраст, и вы уже учителя, но по жизни вы еще дети». Это получается от того, что человек не хочет учиться. У него нет желания, то, что он уже знает, что-то новое. По-другому посмотреть на то, что он много раз уже видел. Господь, да, благословит нас возрастать. Иисус призвал учеников, и когда Он уходил, сказал: «Идите, научите». Он не хотел, чтобы ученики были всегда учениками, но также вы будете и учителями. Идите и научите. Вот это задача каждого верующего. Когда мы учимся от Христа, чтобы стать учителем для кого-то.